Всем привет-привет! С вами канал Life. Меня зовут Карина. И сегодня мы в Калининграде вышли вечером прогуляться. И вот тут видим автобусы киностудии. Приехали, чтобы сделать какие-то съемки. Это очень интересно всегда для меня и увлекательно, когда к нам приезжают телевизионщики, когда приезжают снимать фильмы. Это очень круто. И я, конечно, благодарна судьбе, что мы встретили подготовку к съемкам. Это вообще замечательно. И очень мне это все нравится. Скажите, пожалуйста, приезжают к вам в город снимать фильмы? У нас снимают фильмы вообще постоянно. И всегда стараются сделать очень интересные фильмы именно с участием Калининграда. То есть задействовав историю нашу, да. Например, «Желтый глаз тигра» снимался здесь и был про янтарь. Поэтому я считаю, что Калининград — это центр киноиндустрии нашей российской, да, Владимир Николаевич? Ну, очень много фильмов снимается, и вот несколько последних фильмов, которые были в прокате, в прошлом году летом мы смотрели, были сняты в Калининграде. Хочу показать вам сегодня Луну. Она уже вышла на небосвод. Она всегда у нас, видите, рядом с Домом Советов вылазит. Такая красивая. Ну, пошлите теперь прогуляемся. Мы сегодня вышли вечером. Время 20 часов с чем-то. Ух ты! Вы посмотрите только. Тут все продолжается и продолжается. Это все расставлено. Скорее всего, будет какое-то действие. Так здорово. Смотри. Тут и этим подсветкой. Все уже расставлено. Готовятся к каким-то съемкам очень крутым. Здорово. Знаете, у нас очень много звезд приезжает в Калининград. Это всегда так интересно. Круто. И мы попали как раз на прогулки, на все вот это вот действие. Сегодня с самого утра здесь. Да, ты видел уже их? Аккуратно. Пойдем. И с самого утра здесь припарковались, причем машины с разными надписями, там свежее мясо, достаточно интересные надписи. Ну, значит, фильм какой-то будет такой, экшен российский. Свежее мясо. Экшен со свежим мясом. Пойдем. Сейчас у нас закатывается солнышко. Вы видите, полностью все озарено оранжевым светом. Когда мы идем вот так вот в тени нашей листвы, то есть когда листва закрывает солнышко, посмотрите, дорожка вся оранжевая. Идут отблески на полянку. Вечером в Калининграде очень приятно гулять, особенно когда идет закат. Вообще сейчас очень мало бывает темно в Калининграде. Солнышко заходит, буквально часика 3 темно, а потом снова все, рассвет. Ну вот во сколько я встаю? В 2:40, в 2:50 ночи, если я встаю. И все, солнышко уже поднимается, уже светло. У нас вот так теперь сделалось. Ночи Владимир Николаевич называет белыми, но это неправда. Белые ночи у нас в Санкт-Петербурге. Ну, не знаю, как это называется, но мне первое время было очень непривычно наблюдать вот такие ночи, когда вот вроде бы ночь, а светло на улице. И
По сравнению с Индией, той же Одессой, не было, скажем, чем сравнить. В Индии зашло солнце, вот только зашло 5 минут, все, уже хоть глаз выколи. В Одессе более-менее по-другому, но тоже минут 15 и уже темно. А здесь этого нет. Солнце заходит и все равно светло. Посмотрите, как сверкает кафедральный собор. Его прям выделяют солнечные лучи сейчас. И он издалека прям сверкает. А если посмотреть на синагогу, то в самом ее шпиле сверкает луч солнца, золото, да. И полностью озарен Дом Советов. Ну не потрясающее ли зрелище? И такая красивая луна. Очень красиво, очень. Виды замечательные по вечерам, конечно. Но самые красивые виды на море. Когда же нас пустят в Светлогорск, в Зеленоградск? Когда же мы поедем отдыхать? Может быть, на этой неделе. Вообще губернатор обещал открыть отели к 15 числу. Посмотрим, посмотрим. Будем надеяться на лучшее. Да, но самое главное, куда мы сегодня направляемся? Мы направляемся в Биржевой сквер, и там будет сюрприз. Поэтому идемте, вы все узнаете. Да, как раз сейчас будем проходить по мосту и будет Эстакадный виден, мост. Да, виден кафедральный собор очень хорошо. Да. Солнце его подсвечивает. Может быть, будут красивые кадры. Да, и мы сделаем обязательно фотографию, не только видео. Да, и завтра мы планируем небольшой экскурс по утреннему Калининграду. пруду. Да, Нижний пруд утром будем вас выгуливать. У меня такая идея есть. Поставить камеру на стойку, на штатив. Пока он маленький, нам идут уже получше штативы из Китая. Посмотрим. И попробуем записать вам утренний санрайз, как говорят, восход солнца. Давайте покажу вам граффити вот здесь, в пешеходном переходе. Вот тут их часть видно. Расписали перед чемпионатом. И, конечно, уже есть свои погрешности. И вот этот переход, он полностью внутри был красиво расписан. И сейчас уже поверх этой красоты расписали еще. Уже такие деятели, да, у нас, как всегда. Есть красавцы, художники, от слова худо. Продолжаем наш путь через пешеходный переход с большим желанием, чтобы никто нас не тюкнул. Потому что здесь пешеходник очень опасный. Вечерняя жизнь, как люди гуляют, посмотрите. На музей Мирового океана издалека глянем. Как сверкает там шар, возможно, даже на солнце, да? Посмотрим. Владимир Николаевич, как я держу камеру? Хорошо сегодня. Более-менее, да? Потому что я до этого держала ее не очень хорошо. Так, что у нас здесь? Дорога. Машинки ездят. На велосипедах по мосту люди катаются. У меня теперь муж следит, как я держу камеру. Хорошая ли я операторша? Или так себе? Не очень. Пока что меня все бракуют. И я сама себя тоже бракую. Признаю свои ошибочки. Ничего, мы тренируемся. Мы тренируемся, да. Улучшить качество наших видео. Но мы очень хотим, чтобы у нас получались красивые кадры. Красивые видео. Красивая съемка. Вот посмотрите, как шикарно. Каштаны цветут. Кафедральный собор выглядывает. А ты не взял стоечку-то? Нет, к сожалению. Ну, как всегда, мы же вышли, а голову дома забыли. Я еще говорю перед выходом, что-то мы еще не взяли. Что-то мы не взяли. Он такой, да нет, мы все взяли. Я говорю, ты хоть камеру взял? Потому что днем мы хотели тоже поснимать. И, естественно, мы забыли дома камеру. Я говорю, ты хоть камеру взял? Он говорит, взял. Я
Я говорю, а помнишь, что что-то еще надо было взять? Он говорит, нет, ничего не надо было. Вот такой вид. Я хочу сделать кадр. Минуточку. Подержи. Надеюсь, ты не будешь делать плохих вещей. Их-нибудь, типа уронить. Так. Идем дальше. Давай мне телефон. Не, нормально. Мы вот так будем нести камеру, чтобы вам было видно что-то приятное. Наверное, не нужно. Да не переживай, наоборот, хороший ракурс. Мы уже решили даже вырезать неудобные моменты, которые я творю своим прекрасным умением снимать. Ух, как ездят. Прям бжик-бжик. Стараются, да? Ехать бжик-бжик прям. Как гудят. Посмотрите на это. Поэтому спуститься не получится. Смотрите, какая интересная вот эта ель. Вот это вот. У нее лапки темненькие. И раз сейчас она цветет, молодые вот эти, да, такие шишечки, иголочки. И получилось как окаймление такое у нее. И она такая шикарная, красивая. Мы на средней его увидим. Лестнички. Весь остров Канта перекопали. Весь. Видите? Уже вот тут видно очень хорошо. Там были проблемы с тем, что сточные воды не всегда быстро уходили. Например, прошел дождь, вода стоит. Зимой, когда сходит снег, участки, очень большие территории заполнены водой и замерзают. Вот, но вот сейчас перебирают плитку, делают, возможно, улучшение, которое позволяет быстрее выводить воду. Так, все, мы дошли до острова Канта. Вот наш кафедральный собор. Вот так его очень хорошо видно. И теперь, если мы развернемся, мы увидим наш шар от Музея Мирового океана. А солнышко еще пока вон там. Но все равно красиво, да? Идем дальше. Парк тоже, видимо, улучшает. Да, вот там, смотрите, даже около статуи все копают, что-то делают, да? Мы уже практически Почти подходим к биржевому скверу.
Что там у нас время сколько? Ага, 4 минуты. Как раз успели. Вот Ой, как у меня в глазик волосики попадают. Ой, ветерком. Сегодня у нас был день такой активный. Сначала было много консультаций. Мы иногда проводим раздельные консультации, иногда чаще всего совместные. То есть, если вы, получается, у меня заказываете консультацию, расклад или сеанс ясновидения, то Владимир Николаевич всегда смотрит. Но иногда у него много работы, и ему нужно свою работу выполнять. Тогда ему нужно будет делать что-то свое. Вот наша биржа. Там сейчас историко-художественный музей. Здесь у нас рыбная деревня виднеется. Канал, естественно, реки Приголя. Такой вот замечательный вид. Вот. И все консультации мы совместно проводим. И сегодня прям день такой был напряженный. И у Владимира Николаевича много работы. И у меня много работы. Потом мы бегали наши призы нашим любимым подписчикам, которые победили в конкурсе на канале Школа Король Вьен. Отправляли на почту, бегали призы. Отправили 2 человекам, 3-й не объявился. Но у нас это все как обычно. Кому-то нужны призы, кому-то не очень. с левой стороны профессиональная съемка. Так, тут снимает молодой человек профессионально девушку. На хорошую камеру, я бы так сказала. А вот модель она или нет? Мы однажды встретили недавно, вот прям фотомодель здесь. Она очень красивая. Какое слово можно про нее сказать? Афроамериканка? Афро-россиянка. Афро-россиянка, как говорит мой муж. Смотрите, часы на Кафедральном соборе начали светиться золотом. Вот. И, в общем, тут у нас еще позируют. Вот это наш музей. И смотрите, она стояла, и прям видно, что это фотомодель. То есть вокруг, значит, наставили аппаратуры. Давай ее снимать. Выглядит она просто потрясающе. Вот просто я посмотрела, ну это же надо. Так. А тут, наверное, все-таки что-то более любительское. Потому что потряса-то у меня нет в душе, потряса-то. Значит, что-то более любительское, наверное. Вот. Так, спускаемся. Ну что, новости. У нас машинки ездят. Ну, мы тут пока пройдем в наш биржевой сквер. Что? На пешеходник. На пешеходник? Да, там есть пешеходник. Пойдем. Видите, биржа. Она такая старая. Мы тут снимали музей. Было дело. Ходили на выставки с вами вместе. Здесь вам понравилось. Да, кофе ловаться. Я люблю ловаться. И мы только пьем ловаться, конечно. Самый лучший кофе. Ну что, мы пришли. Пойдем вот на ту лавочку, вот где тетеньки, девочки сидят. Возможно, это не здесь или здесь? Конечно же, здесь. Я-то знаю ведь. Я-то местная, ты чего? Люди добрые, самые местные. Смотри, сколько людей на качельках качается. Все. Так, так, так. Лавочка, лавочка. Вот сюда сяду. Вот видите, как кафедральный собор-то опять светится хорошо. И биржа так прям здесь очень выгодно стоит. Надеюсь, что я сейчас сделаю удачный кадр. Так, подержи, пожалуйста, камеру.
Поболтаем. Поболтаем. Так вот, про сегодняшний день. Каждый день дает какое-то откровение. Каждый день наводит на какие-то мысли, учит чему-то. И все вы, когда к нам обращаетесь, это не только мы вас чему-то учим, даем какие-то советы, да? А еще обязательно мы берем опыт и у вас. Вы наши все учителя, так же, как и мы ваши учителя. И мы каждый день что-то для себя подчерпываем новое, нужное для себя, интересное, важное. Где-то кто-то летит. О, самолетик летит, смотри. Вы видите самолетик? Я вижу. Только посмотрите на этот закат. Такие розовые, фиолетовые и всякие облака, корабли стоят. Это же просто шедевр. Сегодня мистические облака. Наша вечерняя прогулка. Просто замечательно. Посмотрите на Луну еще раз. На эти розовые облака. Люблю смотреть на закаты. Люблю по вечерам прогуливаться. Ой, прям небо такое, да, яркое. Смотри, какое яркое. Давай я подержу камеру, Держи. фотографирую, подожди. Ой, не Всё, урони я взял. камеру, пожалуйста. Ты еще здесь стоишь, что ли? Да. Все, передаю камеру. Так светятся там окна, да, оранжевым. Здесь видно. Давай. Кого? Кто-то едет? А, едет на велосипеде. Ветерок холодный сегодня. Ага. Сейчас еще одну секунду, ладно? Меня похвалили школьники. Идем дальше гулять. Посмотрели красивые облака, закат, когда луна и солнце одновременно на небе, да? Я так поснимала прям тучки наши разноцветные. Теперь идем в сторону Нижнего озера прогуливаться дальше. Совсем вечереет. И чуть-чуть становится даже как-то прохладненько на улице. Но днем было очень тепло. Однако северный какой-то ветер, вот мне кажется, днем был. Но все-таки тепло, конечно. Вот. В воскресенье будет наиболее тепло, уже с южным ветром. Мы уже вычитали прогноз погоды. Очень надеемся, что он сбудется. И что нас синоптики не обманывают. Да? Да, посмотрим. Вот. Киношная лампа светит.
слепит. Да, кстати, это Киношников лампа светит нам прямо в лицо. Интересно, нас попросят обойти или мы можем пройти? Вот. О чем я хотела сказать-то? Сегодня Владимир Николаевич еще персонально в 11 часов пойдет с собакой. То есть мало того, что он выгуливает меня, он еще выгуливает всегда собаку. То есть все у нас по переменке происходит. Часто он выгуливает на 2 поводка. Вот. Видите, тут какие цветочки. Выгуливает на 2 поводка. Но бывает и на 1. Каждого по очереди выгуливает. Так, на нас светит прожектор. Надеюсь, нас не зафиксируют с нашей шпионской мини-камерой. Они видели нормально. Да, они вроде уже поняли, что мы от них не отстанем, и все, как бы смирились с этой ситуацией. Так, идем к следующему ихнему дислокационному пункту. Будем проводить разведку боем. Да. Будем за ними следить. На светофоре. Мы будем за ними следить. А я как-то смотрю в обед. Нет, и утром вышел, вот видел эти автомобили. И в обед вижу, у них там палатку поставили, как наливайку, кофе, чай. Думаю, о, классно. Классно, хочу чаю, да, хочу кофе. Да. А у меня дома все есть. Просто думаю, как это они, Мосфильм, Ленфильм. Кто они там? Мосфильм? Ленфильм, и там Мосфильм Да, дальше. да, ничего На себе. автобусе написано. Здорово. Вот, видишь? Какие-то штуки ихние. Спецтранспорт. Это, между прочим, ого-го. Они тут что-то все перекрыли. А там дальше. внутри кто-то, наверное, переодевается. Да, серьезно. Все серьезно. Вот Все и серьезно. Ой-ой-ой, наливайку. Сейчас снимем наливайку. Ничего себе. Сейчас все снимем. У меня была история. Я однажды захожу в кафе, а там Павел Прилучный сидит. Ну как сидит? Он там еще не сидел. В общем, как получилось? Я захожу в кафе, заказываю кофе. Потом заходит сразу же Павел Прилучный с охраной. И мы просто с ним там в этом кафе встречаемся. И, ой, какие цветы красивые. Вот эти цветы мы у озера часто встречаем. Вот. И, конечно, с ним все начинают фотографироваться. Ну, я подошла. Раз в кафе меня все знают, сказали, ну вот надо сейчас со мной, вот, чтобы сфотографировался он. Я, может быть, даже в видео, если Владимир Николаевич сделает, вставлю нашу фотографию с Павлом Прилучным. Хорошо, ты мне ее только найди. Да, конечно, она у меня есть. Это был фантастический день. Вот, мы с ним сфотографировались там в обнимку. И я потом выбежала из кафе уже, когда уже все это закончилось. И побежала, и говорю, ура! Ура, я сфотографировалась с Павлом Прилучным. Вообще он никому не отказывает. Никогда. Он нормальный. У него нет вот этого вот снобизма-то, понимаете? Но охрана злая. Если кто-то начинает наглеть, они прям сразу же типа вот идите, отстаньте, сюда нельзя, не подходите. Ну а так вот, в принципе, он очень лояльно. Что, сфотографироваться хотите, давайте, как бы без проблем. То есть в этом плане он молодец, конечно. Но радости-то полные штаны были. Бежать не будем, побежим. Да, не будем. Радости-то, конечно, были полные штаны. Это понятно. Павел Прилучный, как же. Мы не успеем перейти.
Пусть проедут машинки. Пойду кнопочку нажму. Давай. Владимир Николаевич дезинфицирует руки после кнопочки. Да. И я тоже всегда. И вы также делаете. И не слушайте никого, кто говорит, что коронавирус это выдумка. Это не выдумка, товарищи. Это настоящее заболевание. На красный. О, на зеленый пошли. Вот теперь мы правильные люди. Пойдем направо. Да, мы направо сегодня, не налево. Налево мы утром пойдем. Смотреть рассветы и квакать лягушками. Слегли. Нет, прям ими. Пойдемте цветочки снимем, Владимир Николаевич. Так. Вот они какие у нас тут. Анютины глазочки красивые, такие прям растут. Желтенькие. Синенькие. Фиолетовенькие, да? Такой вот прям клумбочка такая красивая. Идем дальше. Там-та-да-там, там-там-там-там. Такая лесенка у нас прям шикарная здесь. Мне очень нравится лесенка эта. Такая вся этими маленькими такими кирпичиками, камушками выложена. Очень мне это нравится. И вот Нижний пруд. Пойдем на мост, что ли? Посмотри налево. Посмотри потом направо. Сначала налево. Тишина. Относительно тихо. Завтра будем лягушек снимать. Они квакают. Да. Кому не нравятся лягушки, не смотрите. Завтра. Нас. Почему не нравится? Ну, у нас еще это видео будет монтироваться всю ночь, если честно. Хи-хи-хи. Лунная дорожка. О, лунная дорожка. А знаете, что с ней вот куча всяких ритуалов с лунной дорожкой. Что только не делают с ней, магии. Чего они там только не отправляют по ней. По лунной-то дорожке. Смотрите, какая. Прям настоящая, пренастоящая лунная дорожка. И луна. И дом советов. И опять дорожка. Меня не шатай. Все хотят красиво, чтобы было. Съемка моя. Люблю, когда вечереет. Мировыми часами пойдем. Где это? Не, не пойдем. Домой сейчас пойдем. Нагулялась я уже. Ладно, ребята и девчата, всем пока. До новых встреч. Сейчас придем, намонтируем, поставим на монтировку нашу, да, и спать. У меня, правда, еще работы на ночь куча. Знаете, сколько я всего делаю каждый день? Вы даже представить себе не можете. У меня ритуалы, клиенты, тем, кому нужна помощь просто. С каждым надо поговорить каждый день.
дипломы в группе ВКонтакте, социальные сети все, Инстаграм, надо что-то там придумывать. Ютуб, обязательно тему выбрать такую, чтобы людям нравилось. И так каждый день, каждый день, каждый день. Я не помню, вот у меня, знаете, когда был отпуск на мою свадьбу в сентябре? Сколько там у меня он был? 5 дней или неделю? Спасибо. Спасибо, что хоть на этом. А так я не знаю, когда я вообще отдыхаю. По выходным я ни с кем не разговариваю, но я обслуживаю соцсети, делаю ритуалы, чистки, составляю какие-то там прогнозы и так далее. Гадания онлайн. Кажется всем, ну, если она со мной не разговаривает, значит, она легла вот так вот прямо на диван и лежит в потолок, смотрит. У меня еще семья. Ребенок, с ним надо еще все время учиться, там уроки делать, все это. Как мы мучились, заканчивая год, а все из-за меня, потому что я все время работаю. Он подойдет ко мне, я работаю, отстань от меня, я работаю. И вот так постоянно. Все, на этой прекрасной ноте. Всем пока, ребята.